Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Тува-24. С вами я, Мерген Аюн. Спонсор сегодняшних новостей – магазин текстиля Амели Шоп. Коротко о главном. Первый мусоросортировочный комплекс в Туве построят в Кызыльском районе. В Туве наградили лучших работников медицинских учреждений. С апреля текущего года начнется капитальный ремонт центральной кожуной больницы Байтегинского района. Звезды тувинской эстрады и сводный хор матерей Союза женщин Тувы выступили на благотворительном концерте. По поручению главы Тувы Владислава Хавлыга с 2022 года был создан Совет по вопросам экологии под председательством руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова. Главной его целью является реализация госполитики в области охраны окружающей среды путем формирования единого объективного общественного мнения. В стенах правительства накануне прошло второе заседание по обсуждению актуальных проблем региона. Какие пути решения были найдены, смотрите в сюжете далее. Вопрос экологии довольно остро стоит в нашей республике, поэтому региональные власти прикладывают все усилия для его решения. Одной из главных проблем региона, в частности Кызыла, является загрязненность атмосферного воздуха, а именно сажа. Как отметили на заседании Совета, главные источники проблемы – это частный сектор, ведомственные котельни и ТЭЦ. Решить данный вопрос может федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», участником которого посчастливилось стать и Туве. В его рамках в прошлом году в нашей республике были проведены исследования для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха. Региональным министерством топлива и энергетики уже разработаны возможные пути решения проблемы. На экране у нас первый вариант решения загрязненности воздуха – это газификация города Кызыла. Вот. В этом направлении в настоящее время мы завершили работу объемную. В течение года, в прошлом году работали с научно-исследовательским институтом «Газпромгаз» по актуализации топливно-энергетического баланса Республики Тува. На реализацию данного проекта необходимо финансирование в размере более 17 миллиардов рублей. Это связано со сложностью транспортировки газа до нашей столицы. Следующее предложение связано с переходом печного отопления на электрическое, которое также потребует значительных затрат. По подсчетам специалистов, для его воплощения необходимо будет установить дополнительно 146 трансформаторов. Также проблемой остается и плохое качество электросетей, которые не смогут осилить нагрузку районов правого берега, ЛДО и Вавилинского затона. Но в целом, как отметили в региональном Минтопе, в ближайшее время будет возможность решить эти вопросы. В настоящее время на уровне правительства Российской Федерации принято решение по развитию электрических сетей 5, если не ошибаюсь, субъектов. Это по решению президента Российской Федерации. И выделяются средства Россети на развитие электрических сетей. Вот. Мы, Республика Тува, тоже входим в тот список регионов, где есть проблема по аварийности и по надежности электрических сетей, которые требуют вложения средств. Также был предложен и переход частного сектора на автоматические котлы, которые позволят уменьшить урон экологии. Тут вопрос стоит в мощности электричества, которое тоже требует системных решений. Какое из 3 предложений будет принято в рамках федерального проекта «Чистый воздух» зависит от расчетов целесообразности вложения средств. Расчет затрат, условно, чтобы и сопряжен с эффективностью, то есть все понимать, что 1 рубль вложен, сколько он, как он влияет на снижение тонн выбросов. По срокам федерального проекта решение проблемы должно быть принято и реализовано до 2030 года. Глава Тувы Владислав Хавлыг отметил, что главная задача правительства – это здоровье граждан, поэтому необходимо ускорить процесс реализации. Конечно, затягивает, то есть это касается непосредственно нашего здоровья казначея. Вот. Дожидая самого, скажем, экономичного проекта, да, то есть с точки финансовой обеспеченности, это может растянуться на годы, это, так сказать, мы будем терять здоровье просто наших граждан, тогда наших земляков. Вот. Это хотелось бы нам всем понимать и ставить вопросы. Вред
здоровью легких на заседании отметила и председатель Тувинского республиканского географического отделения Русского географического общества Каракыс Аракча. Учеными проводились исследования в 2020-2021 годах по влиянию сажи на здоровье граждан. Выяснилось, что имеется прямая зависимость от уровня загрязнения воздуха в отопительный сезон и болезней дыхательной системы. По мнению главы региона, нужно в кратчайшие сроки определиться с набором необходимых решений, принятие которых заметно улучшит эту ситуацию. Чинчика Шпукол, Арлана Байду, Буяна Юндаржусат, телеканал Тува-24. И в продолжение темы. Вместе с вопросом загазованности воздушного бассейна столицы обсудили и ход реализации создания мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов. Все подробности в сюжете далее. 68 900 тонн твердых коммунальных отходов было вывезено в прошлом году, что намного больше, чем в 2022. Как сообщили на Совете по экологии, в Туве всего заключено 28 тысяч договоров. Рекоператору удалось охватить 15 районов, кроме Терехольского и Тоджинского, а также 2 города. Напомню, что с 2022 года в Туве функции регионального оператора выполняет ГУП «Транспортный сервис» и проект. Мы предлагаем региональному оператору необходимо обеспечить заключение договоров на сбор и транспортирование такого с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами в районах республики, а также, само собой, физическими лицами. Нужно Министерству ЖКХ совместно с рекоператором ГУП ТСП провести широкую информационно-разъяснительную работу. Региональное правительство уделяет большое внимание вопросу ликвидации несанкционированных свалок. В прошлом году их ликвидировано 29 в Дзунхемчикском, Чаохольском, Лухемском районах, а также в Агдавураке. В 2022 году правительство Республики Тува и российский экологический оператор подписали дорожную карту по реализации федерального проекта комплекса системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с планом мы определили перспективный объект по обращению с ТКО, то есть где будет строить мусоросортировочный комплекс. Это в Кызыльском районе с проектной мощностью 70 тысяч тонн. Заключили концессионное соглашение. Земельный участок мусоросортировочного комплекса определен. На данный момент ведутся работы по разработке проектно-сметной документации объекта. Вопросы загазованности и твердых коммунальных отходов ключевые и социально значимые, отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Они еще почему важны? Потому что они социально значимы. Это то, что чувствуют в прямом и переносном смысле жители Тувы. Это то, что находится на контроле у руководителей государства, лично Виктории Валерьевны Абрамченко, которая координирует эту работу. Налаживание утилизации твердых бытовых отходов в республике – задача неотложная, отметил на заседании Общественно-экспертного совета глава Тувы. Для решения задачи в регионе будет создана вся необходимая инфраструктура. Айраса Буянаюн и Ангар Кушгет, телеканал Тува-24. Врачи являются незаменимыми защитниками здоровья населения. Независимо от того, нужна ли нам помощь в связи с раной или проведением операции, мы всегда обращаемся к медицинским специалистам. Сегодня в региональном правительстве состоялась коллегия Министерства здравоохранения, где подвели итоги прошедшего года и наметили актуальные планы на текущий. А также вручили государственную премию «Доброе сердце» Буяных Чурек. Какие медучреждения и кто из врачей был удостоен этой награды, расскажет Инна Клоян. На коллегии было отмечено, что республике удалось добиться значительных успехов в реализации национальных проектов здравоохранения. В частности, в регионе построили и отремонтировали сразу несколько медицинских учреждений. Закуплено новое современное оборудование, которое позволяет жителям республики оказывать качественную медицинскую помощь, отметил глава Тувы Владислав Хавалык. С начала реализации национальных проектов в 2019 году медицинская инфраструктура республики пополнилась на 45 новых ФАПов, 8 врачебных амбулаторий, также в 6 крупных медицинских организациях проведены капитальные ремонты. Медицинские учреждения Тувы получили более 250 единиц медицинского оборудования, порядка 30 новых автомобилей, 18 передвижных ФАПов, мобильные флюорографические и маммографические комплексы. Также на коллегии были обсуждены планы развития здравоохранения в регионе на ближайшие годы. Особое внимание акцентировали на повышение качества и доступности медицинской помощи, внедрение новых технологий и подготовки медицинских кадров. Кроме того, министр здравоохранения республики в своем докладе обозначил, что проводится работа по оповещению населения на прохождение диспансеризации. В рамках мер, направленных на
Одним из приятных моментов стала церемония вручения государственной премии «Доброе сердце». Она присуждается медицинским работникам, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения и спасение человеческих жизней. Альберт Дангак в системе здравоохранения работает 28 лет. Он рад, что его труд оценили, ведь такую высокую награду получает впервые, поделился врач. Я благодарен своему коллективу, который я работал, начиная с 1996 по настоящее время. Сейчас, тем более, я работаю именно в таком учреждении, государственном бюджетном учреждении здравоохранения, Республиканская детская больница. Именно работаем в основном только с детьми от момента рождения до 18 лет. Кроме детей я еще консультирую взрослых пациентов. Награждение прошло по разным направлениям, среди которых была номинация «За работу в экстремальных условиях». Дмитрий Андар, врач республиканской больницы, получил награду за мужество и храбрость, проявленные в экстремальных ситуациях. Первый случай это был, когда мы полетели за пациентом в Тоджинском районе с колоторезными ножевыми ранениями. Когда мы летели, уже солнце село, и мы в тайге ночью с медицинским оборудованием в руках пытались ему оказать помощь. В итоге его нашли и благополучно доставили в резбольницу номер 1, где ему оказали медицинскую помощь. За все эти годы было множество ситуаций, случаев, когда мы подвергались опасности не только пациенты, но и сами, то есть медработники. И поэтому я посчитал нужным внести свой вклад в это дело. Помимо врачей также получили награды и денежные сертификаты «Лучшие медицинские учреждения». Это Байтагинская ЦКБ, которые вручили сертификат на 500 тысяч рублей. Республиканский диагностический центр получил 700 тысяч, а Резбольница номер 1 была удостоена 1 миллиона рублей. Конечно, эмоции очень положительные, переполняют душу в канун такого праздника и после шага, и перед защитником Отечества по итогам года получить такую награду, конечно, для нас, для нашего большого коллектива очень достойно. Мы целый год отработали с большой нагрузкой. Было очень много внедрений новых операций, были внедрены новые методы лечения. И поэтому я считаю, что эта награда достойная. И в то же время, получив эту награду, мы должны еще больше работать для улучшения качества медицинской помощи населению Республики Тыва. Церемония вручения премии «Доброе сердце» стала ярким и торжественным событием, которое подчеркнуло важную роль медицинских работников в жизни общества. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Софья Сая, телеканал ТУВА-24. Благодаря национальному проекту здравоохранения, инициированному президентом России Владимиром Путиным, в стране реализуются программы по модернизации лечебных учреждений. Так, в селе Тейли Байтагинского района в этом году планируется капитальный ремонт районной больницы. С подробностями в сюжете далее. На данный момент решается вопрос, какая организация примется за реализацию капитального ремонта. Идут торги. Из федерального бюджета уже выделено свыше 14,5 миллионов рублей. Ремонт начнется с апреля текущего года. По словам Марианы Мегахурен, исполняющие обязанности главного врача районной больницы, должны закончить к концу лета этого же года. У нас будут заменены напольное покрытие полностью, пол поменять, стены разровнять, потолок сделают в некоторых кабинетах, плитки поставят. Буквально в прошлом году в больнице заменили полностью отопительную систему. По словам Марианы Мегахурен, до этого в палатах приходилось ставить обогреватели. Невозможно было находиться в стационаре в легкой одежде. Температура в помещениях всех этажей еле достигала 9-10 градусов. При норме в среднем 21-24. После капитального ремонта у нас температура больницы 24-25 градусов. Тепло. Мы работаем в своих униформах. Экономия, заменили 2 больших котла современных, и экономия угля у нас получилась 1 700 000 рублей. И вот когда поменяли новые котлы, поставили,
и больница очень тепло стала. На данный момент больница располагает всеми необходимыми кадрами и узкими специалистами. Всего насчитывается 25 врачей. Благодаря реализации с 2019 года национального проекта здравоохранения в 2024 году планируется по всей стране увеличить продолжительность жизни населения. Мерген Оюн, Чайхан Донгак, Доржусат, телеканал Тува-24. В честь Дня защитника Отечества Министерство по делам молодежи Тувы организовало встречу студентов учебных заведений республики с Героем России Мергеном Донгаком. Подробности в материале Айлиты Орджак. В рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями» государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации во Дворце молодежи около 70 учащихся средних учебных заведений столицы получили уникальную возможность в неформальной обстановке пообщаться с Героем России Мергеном Донгаком и депутатом Хурала представителей города Кызыла Саяном Ондаром. Мероприятие состоялось в формате живого диалога. Саян Ондар прививал учащимся любовь к спорту и здоровому образу жизни. Каких спортсменов знаете? Именно они за счет таких тренировок успехов, результатов добиваются. Может, кому-то поможет, если у вас среди вас есть спортсмены, да, которые тренируются. Нельзя халтурить, надо отдаваться, каждый день упорно тренироваться, развиваться. Студенты внимательно слушали, вникали и задавали интересующие их вопросы. Учащийся Тувинского сельскохозяйственного техникума Чаян Карасал поделился своими впечатлениями после встречи с живым примером Героем России Мергеном Донгаком. Я пришел на встречу с Мергеном Донгаком, чтобы с ним пообщаться и задать ему вопрос, какие профессии востребованы в зоне специальной военной операции. Встреча мне очень понравилась. Я получил ответы на все мои вопросы. Совсем скоро всю страну ждет важное событие – выборы президента Российской Федерации. Мерген Донгак рассказал студентам о важности выборов главы государства. Ведь выборы во многом определяют будущее страны, а также каждого из нас. Мы со студентами поговорили немного о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Я дал им несколько полезных советов. И эти парни в будущем будут отважными защитниками страны. Мы с ними обсудили и ответили на вопрос, каким должен быть настоящий мужчина. Главной целью проекта «Диалоги с героями» является выстраивание конструктивного диалога между поколениями, воспитание у молодежи любви к родине и патриотизма, развитие системы наставничества и преемственности, сближение ценностных ориентиров молодых людей и старшего поколения. Айлита Орджак, Буян Оюн, Доржусат, телеканал Тува-24. Наша земля всегда была богата традициями и своими неравнодушными людьми, которые вместе с семьями участников специальной военной операции переживают за каждого, кто на передовой. Накануне в ДНТ состоялся благотворительный концерт в поддержку наших земляков, участвующих в СВО, где выступили звезды тувинской эстрады и сводный хор матерей Союза женщин Тувы. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. На концерте прозвучали патриотические песни, посвященные мужеству и героизму наших бойцов. Зрители тепло принимали каждое выступление, аплодировали и подпевали артиста. В зале царила атмосфера единения и поддержки наших земляков, выполняющих свой воинский долг. Звезды тувинской эстрады исполнили любимые песни зрителей, а сводный хор матерей Союза женщин Тувы поразил своим проникновенным и трогательным исполнением. Первая песня «Солдатской матери», мелодии написала я, сочинила, на слова Бекке. Вторая песня «Оглум чазы. Весна сына». Солистка Галина Алексеевна Сирун, заслуженная артистка Республики Тува. И третья песня «Родина моя». Сводный хор Союза женщин Тувы был создан в 2017 году. С началом СВО 3 комитета решили объединиться в творческий коллектив матерей, жен и сестер. За это время пополнился более чем на 100 участниц. Отметим, что в творческом союзе участвуют женщины-активисты со всех уголков республики. Я участвую уже года 3-4 уже, мы уже давно участвуем. И благодаря наших активных женщин, вот так мы собираемся. У нас с нами артисты Алексеевна, Надежда Сирун и Кулдар Шойганма.
наш дирижер и наш руководитель. Им благодарим. Среди участниц хора есть и те, кто проводил своих братьев, сыновей и мужей в зону СВО. Делятся, что хор объединил тех, кто потерял своих близких, и тех, кто ждет возвращения домой родных им людей. Я в хоре пою с 22 года. Там специальная операция. У меня 5 братьев. Нас этот хор собрал именно, чтобы поддержать своих братьев, сыновей, мужей, чтобы они победили, скорее вернулись здоровыми, крепкими, здоровыми, победили и вернулись. Ждем их. Выступающие таким образом выразили поддержку нашим бойцам и пожелали им скорейшего возвращения домой с победой. Они также призвали всех жителей Тувы объединиться и внести свой вклад в поддержку военнослужащих. В составе хора и главный санитарный врач Тувы Людмила Солчак, которая является председателем Союза женщин России. Конечно, активисты женского движения вносят свой вклад в общее дело, в поддержку участников специальной военной операции. Сформировали несколько посылок, направлено было и на сегодняшний день только вот активистами нашего женского движения в республике. Они занимаются, в общем-то, большой благотворительной работой, в том числе принимают непосредственное участие как волонтеры. На концерте также чествовали тех, кто оказывал медицинскую помощь в местах проведения спецопераций мирным жителям и бойцам Донбасса, врачей, медицинских сестер и братьев. Им вручили награды профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, медали за самоотверженность и профессионализм. Медицинские работники, удостоенные этой награды, как отмечают организаторы, проявили мужество и героизм, оказывая моральную поддержку и медицинскую помощь в сложных и опасных условиях. Мы ездили туда неоднократно, да? Я, то есть, был дважды. Первую командировку мы там пробыли 3 недели. Это в Луганске были. Мы работали в самом большом госпитале именно Луганской Народной Республики. Тогда были ожесточенные бои именно на территории ЛНР. Тогда, получается, работали в бригаде с врачами. Это травматологи, хирурги, челюстно-лицевой хирург, анестезиологи, реаниматологи с нами были. Вот мы в Тувинской операционной бригаде работали, помогали нашим бойцам, военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также пострадавшим мирным жителям, которые подверглись именно артиллерийским артобстрелам. Врачи отмечают, что за время нахождения в госпитале столкнулись с пациентами, получившими различные травмы. В основном это раны минно-взрывного характера. Группа врачей помогали и гражданским, и военным. Лечили раны, лечили их хирургическую помощь и другие необходимые медицинские помощи. Все собранные на концерте средства будут направлены на закупку медикаментов, продуктов питания и других необходимых вещей для наших бойцов. Гуманитарный груз отправят в ближайшее время. Конечно же, нам нужны средства для того, чтобы собрать этот груз, для того, чтобы обеспечить дизельным топливом грузовую машину, которая будет доставлять этот груз. То есть вот такая поддержка земляков, она очень важна. Мы, конечно, благодарны очень нашим артистам, нашим творческим коллективам, которые безвозмездно участвуют в таких концертах. Также Министерство культуры, которое предоставляет на безвозмездной основе зал. То есть вот таким образом мы можем оказывать поддержку нашим землякам. Подобный концерт в республике проводится не впервые. Планируется организовывать его чаще, чтобы была возможность отправлять груз в зону СВО ежемесячно. И мы единым штабом приняли решение, что раз у нас гуманитарный груз теперь будет отправляться ежемесячно при поддержке наших районов, то и концерты такие благотворительные мы тоже намерены проводить более чаще. Если получится, то каждый месяц, потому что, еще раз повторяю, для того, чтобы отправить грузовую машину, нужны немалые денежные средства. Благотворительный концерт стал ярким и запоминающимся событием, который продемонстрировал сплоченность жителей республики в поддержке наших военнослужащих. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. Совместно с Газфондом «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Республики Тыва мать нашего бойца организовала обед для военнослужащих в память о своем сыне и в честь празднования Дня Защитника Отечества. Более подробнее смотрите в нашем сюжете.
Праздничный обед в преддверии Дня защитника Отечества собрал военнослужащих, которые являются исключительными примерами храбрости и самопожертвования. Их любовь к родине, доблесть, отвага и решительность не знает границ. Ведь благодаря им наша страна под надежной защитой. Руководитель Госфонда «Защитники Отечества» Миркен Кызылол поздравил участников специальной военной операции. Сегодня мы собрали буквально всех, и действующих, и ветеранов, и бойцов ЧВК «Вагнер», и бойцов 55-й мотострелковой гвардейской бригады. Поэтому мы поздравляем наших участников, всех участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Урана Мангуш является матерью погибшего солдата в зоне СВО. Она, как индивидуальный предприниматель, выиграла грант, а на полученные от государства деньги открыла кафе. Чтобы почтить светлую память о сыне, женщина устроила праздничный благотворительный обед для воинов спецопераций. В честь предстоящего Дня защитника Отечества, объединившись с руководством Госфонда «Защитники Отечества», мы организовали праздничный обед для воинов специальной военной операции. Их здесь около 140 человек. Мой старший сын внес огромный вклад в защиту нашей Родины. Я им очень горжусь. В банкетном зале, где проходил обед, были развешаны детские рисунки в поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Бойцы, отстаивающие интересы страны и их семьи, сегодня как никогда нуждаются в любой поддержке – моральной, бытовой, юридической, а также гуманитарной. Чинчик Ашпукол, Айлета Оржак, Чайхан Донгак, Ангер Кюжгет, телеканал Тува-24. Национальная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина стала участником проекта «Гений места». Здесь, в рамках федерального проекта «Придумано в России», национального проекта «Культура» состоялось открытие особого пространства – точки концентрации талантов. Разрешите объявить, что точка концентрации гений места открыта. Вести свои аудиоблоги, записывать подкасты, выражать свои мысли, а далее размещать их в сети интернет и получать обратную связь. Все это и многое другое теперь можно будет реализовывать на базе библиотеки имени Пушкина. Ожидается, что участниками творческого пространства «Лаборатория подкаст» станут студенты, подростки, одним словом, инициативная молодежь. У нас здесь открылась маленькая лаборатория. Мы оборудовали ее по всем стандартам, обшили стены гипсокартоном, звукопоглощающим материалом, приобрели все необходимое оборудование, микшеры, микрофоны, акустические системы, видеокамеры. То есть все необходимое оборудование у нас есть. Первый заместитель министра культуры Тувы Сергей Мангуш отметил, что в республике в этом году участниками проекта «Гений места» стали 3 библиотеки – в Кызыле, Байтагинском и Кахемском районах. Надеемся, что таких проектов у нас по республике будет все больше и больше. Данный проект направлен на поддержку талантливых людей, для которых библиотека становится точкой входа в креативную индустрию. А креативная индустрия сейчас это отрасль экономики, уважаемые студенты. Подкаст – это та территория, которая помогает узнать больше знаний, то есть освоить и улучшить навыки речи. Вы знаете, что речь – это основа для того, чтобы выигрывать в любых конкурсах или доказывать свою точку зрения. Проект «Гений места», который реализовывается в рамках национального проекта «Культура», инициировано президентом России Владимиром Путиным, охватывает 14 разных направлений – дизайн, искусство, музыка, образование, кино и многие другие. Гений места – это человек. Это человек, который будет курировать тот или иной проект, который будет инициировать интересные проекты, который будет с вами работать. Это человек, который будет здесь создавать такое интересное пространство. Это не только место для чтения книг, да, а это библиотека для создания особой атмосферы. И библиотека проработала огромную работу по части приобретения оборудования. Точка концентрации талантов располагает необходимым информационно-техническим ресурсом. Директор библиотеки Ирина Эртене убеждена, что площадка станет толчком для взращивания своих гениев места. Я бы хотела отметить, что финансовой поддержки здесь нет. Здесь только методическая поддержка, направление, как нам правильно работать. И благодаря
тому оборудованию, которое у нас имеется. Хотелось бы тоже похвастаться, да, у нас оборудование, в принципе, такое хорошее. Получили за счет грантов участия в президентском фонде, получали грант главы правительства, грант мэра города Кызылы. Благодаря этим проектам у нас есть возможность обучить нашу молодежь. Проект «Гений места» реализуется в стране с 2021 года в рамках федерального проекта «Придумано в России». Он направлен на развитие креативных индустрий в регионах и создание новых интеллектуальных продуктов. Айра Асад, Владимир Суртукян, Гаргужга, телеканал ТУВА-24. В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году появилась пристройка в детском саду «Салгал» в селе Сесерлик Пихемского района. Как она помогла решить проблему обеспечения детей местами в дошкольном учреждении, расскажем в сюжете далее. Детский сад принимает дошколят от 1,5 до 3 лет. Стройка нового крыла дошкольного учреждения началась в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин», создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Новая пристройка – это, можно сказать, полноценный детский сад на 30 мест. На ее возведение из федерального бюджета было выделено свыше 22 миллионов рублей. В новом здании у нас все хорошо, все комфортно. Тут у нас вода есть холодная и теплый пол, и садик большой, просторный, светлый. По сравнению с старым зданием у нас здесь хорошо. Открытие данной пристройки полностью закрыло в селе вопрос нехватки мест для детей дошкольного возраста. На данный момент в детском саду функционирует 5 групп, где воспитываются 93 ребенка. Условия, предоставленные для развития детей, по словам воспитателей, соответствующие. Теплые здания, утепленные полы, санузлы, камеры фото и видеофиксации. Раньше это было у нас 3 группы, сейчас у нас на новом здании тоже есть 2 группы, и получается у нас 5 групп. Пристройка у нас началась 2020 года в октябре. 2021 года, 27 декабря у нас было открытие детского сада. В недавнем в своем послании к Верховному Хуралу глава Тувы Владислав Хавлых отметил, что за последние годы благодаря реализации национальных проектов и федеральных программ в Туве открываются новые объекты дошкольного образования. Открыли свои двери 29 объектов дошкольного образования, 8 новых детских садов и 21 пристройка действующим. Туда дополнительно устроены более 3000 детей. Напомним, нацпроект «Демография» является самым комплексным проектом из всех существующих. В него входит программа стимулирования рождения детей. Проекты, связанные с инфраструктурой детства. Прежде всего, это детские сады. Мерган Аюн, Чайхан Донгак, Доржусад, телеканал ТУВА-24, Пихемский район. В региональном следкоме в круглосуточном режиме функционирует телефонная линия «Ребенок в опасности». Ее основным назначением является защита прав и законных интересов несовершеннолетних и не только. Подробности у Байера Широпа. Важная и ответственная работа сотрудников регионального следственного управления, которые каждый день стоят на страже детства и оказывают помощь несовершеннолетним, находящимся в опасном положении. С целью незамедлительного реагирования на обращение граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей организована работа телефонной линии «Ребенок в опасности». Организация работы телефонной линии «Ребенок в опасности» в следственном управлении осуществляется путем обеспечения круглосуточного приема обращений по указанной линии и незамедлительного круглосуточного приема обращений на факты нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. Для горячей линии «Ребенок в опасности» следственного управления используются бесплатные номера 8 800 775 13 70 и 123. Команда специалистов, работающих в этой линии, обучена эффективно реагировать на каждый вызов, проводить анализ ситуации и принимать срочные меры по защите детей. Они сотрудничают с правоохранительными органами, социальными службами и другими специализированными учреждениями, чтобы обеспечить полную безопасность и защиту ребенка. В основном у нас в следственное управление обращаются анонимные обращения по поводу принятия соответствующих мер в отношении родителей, в частности, ненадлежащее исполнение родительской обязанности. Такие обращения мы отправляем по подведомственности в органы Министерства внутренних дел по Республике Тува. Каждый звонок на телефонную линию «Ребенок в опасности» имеет огромное значение и может спасти ребенка от страданий и опасности. Напомним, дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, могут позвонить по следующему номеру 8 800 775 13 70, который работает в круглосуточном режиме и бесплатно. Для абонентов сотовой связи 123.
Каждый обратившийся гражданин будет услышан, а поступившие сообщения рассмотрены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и по ним будут приняты решения. Помните, что один только звонок может изменить жизнь человека. Баир Шираб, Чайхан Дунгак, Софья Сая, телеканал ТУА-24. На коллегии Минспорта Тувы была подытожена деятельность спортивной отрасли республики за прошлый 2023 год и намечены планы на текущий. Ключевым пунктом совещания стали обсуждения реализации национальных проектов и Года здоровья, объявленным главой Тувы Владиславом Хавылыгом на территории республики. В Туве на сегодня функционируют 4 спортивные школы Олимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки сборных команд Тувы, управление, отвечающее за спортивные мероприятия, 1 школа по адаптивным видам спорта и 18 спортивных школ, оказывающих услуги в сфере физической культуры. В совокупности все они под руководством Министерства спорта Тувы развивают спортивную отрасль в регионе, улучшают показатели деятельности министерства и повышают результативность тувинских спортсменов в одиночных и командных видах спорта. Из доклада выступающих видно, что проделана действительно огромная работа. Имеются некоторые недоработки, есть над чем работать, конечно. Хочу обратить внимание, руководители уважаемые, на заполнение федеральных государственных информационных систем. Мы все с вами знаем, что так или иначе мы в век цифровизации живем, заполняем те или иные данные. От этих данных напрямую зависит выполнение достижения показателей целей. Одним из основных направлений Минспорта в республике является освоение федеральных средств, поступающих в Туву в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным в январе 2019 года. Задача этого проекта – к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом и физкультурой 70% жителей страны и тем самым повысить качество жизни. Тува тоже участвует в нацпроекте, а его часть, федеральный проект «Спорт. Норма жизни», позволит уже в этом году закончить строительство спортивно-культурного центра в ПГТ Кахем. У нас нацпроект «Спорт. Норма жизни» внутри демографии. Здесь у нас приоритетом было это выделение финансовых средств на завершение коробки спортивно-культурного центра в ПГТ Кахеме. Нам мы выделяли более 230 миллионов рублей. Практически все деньги были освоены. Там 6 миллионов было не освоено, которые мы сегодня сдвинули на этот год, текущий год. Поэтому мы получим остаток денег также. Плюс сразу сообщу, что на этот год мы получаем 534 миллиона на завершение вообще данного объекта. Поэтому завершение строительных работ у нас планируется на декабрь 2024 года. Кроме того, на 2024 год министерством запланировано проведение ряда массовых спортивных событий республиканского, сибирского и всероссийского уровней. Новые масштабные чемпионаты, турниры и первенства берут свою основу из прошлогодних мероприятий. Естественно, хотелось бы, конечно, отметить это первую республиканскую спартакиаду, где у нас был очень большой охват. В 3 этапа проходили. Это сумонный уровень, кожуный уровень, а также республиканский уровень. В общем, у нас было более 42 тысяч человек охвачено на 3 этапах. На республиканском этапе у нас участвовало более 4 тысяч человек здесь. Кызыле, очень массовое мероприятие, интересное. Это все-таки то, чем мы гордимся за прошлый год. Очень много всероссийских, международных соревнований у нас прошло здесь, в республике. На этот год план такой же. Из самых, наверное, больших мероприятий, которые мы сейчас планируем в этом году провести, это чемпионат России по стрельбе из лука на олимпийской дистанции 70 метров. У нас здесь, в Кызыле, пройдет. Также это проведение международного турнира по спортивной борьбе на Кубок министра обороны Российской Федерации. Под эгидой СИЗМа пройдет. Это СИЗМ, это как Международный олимпийский комитет, но только военный, военных стран. Очень большое количество стран. Планируется приехать более 10 стран. Уже предварительно мы получили заявки, поэтому тоже большой вызов для нас. Если все хорошо пройдет, планируем подать заявку на проведение чемпионата мира среди военнослужащих у нас здесь в Кызыле. Сейчас на данный момент у нас в районе, у нас в спортивной школе на базе спортивного центра села Байхак проводятся спортивные сборы по стрельбе из лука в количестве 15 человек. Они вот уже 3-4 дня уже занимаются. Сейчас будем готовить детей, чтобы достойно выступили.
Сейчас разрабатывается план проекта первой зимней спартакиады, которая пройдет в столице Тувы с 9 по 11 марта. Соревнования включают в себя зимние виды спорта, такие как лыжи, хоккей, шорт-трек и другие. Стоит отметить и о результатах работы по федеральному проекту «Бизнес-принт» или «Я выбираю спорт», где по заключенному соглашению между Минспортом России и правительством Тувы были приобретены 2 комплекта спортивно-технологического оборудования для создания 2 умных спортивных площадок. Зимние и летние варианты этих площадок построены на базе школы номер 12 города Кызыла и в ПГТ Кахем. Также в канун Нового года в рамках проекта открыли новый физкультурно-спортивный зал на правом берегу Кызыла. Еще один такой зал в этом году построят в микрорайоне Свароток, а в Шаганаре в этом году планируется строительство нового спортивного комплекса. Мы хорошо потрудились, большая работа была проделана, вообще не только по достижению и улучшению спортивной инфраструктуры, но и по работе именно в медальном плане. Очень много медалей у нас. Мы, например, в спортивной борьбе впервые в истории вообще из 89 регионов России попали в 5 сильнейших. А мы обогнали такие борцовские регионы, как Красноярский край, Кемеровская область, Саха-Якутия, Бурятия. То есть мы уступили Дагестану, Осетии, там Москве, Чечне, кажется, и мы 5-е идем. То есть есть хорошие показатели, у нас есть победители первенств, чемпионатов всех разных уровней, поэтому надеюсь, что с каждым годом у нас все больше будет ребят, которые будут радовать нас своими победами. Не только, еще раз скажу, что в борьбе, но и вот на стрельбе из лука. Надеюсь, что у нас будет чемпион России в этом году здесь, в Кызыле. Наши ребята готовятся, наши девочки готовятся. Я думаю, у нас будет успешный год в этом плане. Арес Мангуш, Доржи Усат, телеканал Тува-24. В преддверии Дня защитника Отечества для старшеклассников школы номер 2 ПГТ Кахем организовали неформальную встречу с выдающимися людьми республики. В их число входят известные спортсмены, деятели искусств. С кем сегодня встретились школьники и какие темы затронули в ходе беседы, смотрите далее. Чемпион мира по вольной борьбе Начин Мангуш, артист тувинской эстрады Таймирол Уйнукол и президент Федерации карате Республики Тыва Пайрбелек Кежик, а также настоятель Хуре Аян Башкы в неформальной обстановке встретились со старшеклассниками школы номер 2 поселка Кахем. Так как дружеский диалог был организован в честь предстоящего Дня защитника Отечества, приглашенные гости наставляли подрастающее поколение, давали мудрые советы и рассказывали истории из жизни. Причиной нашего собрания является то, что в последнее время, к сожалению, отмечаем рост правонарушений с участием несовершеннолетних лиц, а именно школьников. И учитывая данные моменты, мы бы хотели с участием артистов и известных спортсменов привить будущим нашим защитникам Отечества, будущим нашим мужчинам республики и нашего поселка, привить им правильные качества, чтобы они пагубными увлечениями не занимались. Ученик 10 класса Арслан Сарыглар после окончания школы хочет поступить в Кузбасский институт ФСИН, чтобы в дальнейшем стать сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва. Он четко поставил цель и уверенно делает шаги навстречу к своей мечте. Встреча с выдающимися личностями Тувы еще больше смотивировала его на достижение поставленной цели. Сегодня мы встречаемся со спортсменами, тренерами и представителями Кызылского кожуна. Они устраивают встречу со старшеклассниками, именно с парнями-подростками, проводят мужской разговор. Мы с ними разговариваем, чтобы улучшать самих себя, начали саморазвиваться, ходили на секции, следили за своим здоровьем. Сегодня Начина Мангуша знают как чемпиона мира по вольной борьбе. Он с раннего возраста занимается спортом и по сей день покоряет пьедесталы победы. Подрастающему поколению я бы посоветовал больше саморазвития, заниматься спортом, командными видами спорта, больше читать книги, саморазвиваться, задаваться вопросами, зачем я этим занимаюсь, чем я занимаюсь, чем я буду заниматься в будущем. И вообще сосредотачиваться на будущее, чтобы построить свое хорошее, светлое будущее и не отвлекаться на такие соблазны, как пьянство, вот эти преступления.
Подобные встречи возрождают замечательные традиции наставничества. Современная молодежь обладает мощным потенциалом, стремлением к профессиональному и личностному росту. Опираясь на опыт старших, молодые люди могут в будущем вписать новые славные страницы в истории нашей республики. Айлита Оржак, Чайхан Донгак, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин «Вальс цветов». Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.